меня как таковой лекции нет, я просто думал о том, что просто обсудить, да, как возникла республика. У нас, в принципе, вот есть 7-й том истории татар, и там все написано, там это еще том свежий, и что-то новое не раскопали, поэтому осмысление с точки зрения сегодняшнего дня вот там представлено. Конечно, если в целом говорить, то ведь у татар, вообще татары это по своей ментальности государственники, народ государственник. То есть он за всю свою не тысячелетнюю, даже большую историю, он создавал самые разные государства, причем в большом количестве. И мы вот в ролике увидим, какие государства, как формировались и как они исчезали и переходили. Правда, ролик, он 5-минутный, посвящен 2000-летней истории татар, но 5 минут, поскольку народ сегодня динамичный, везде все акшен, никто не читает книг, не слушает лекций или на лекциях засыпает. Поэтому для того, чтобы молодежь все же что-то знала из истории, мы решили вот с татар-мультфильмом сделать такие коротенькие ролики, мультики, комиксы, потому что иначе не достучаться до современного читателя, зрителя, или кто он теперь уж, я не знаю, айфонисты или планшетники. Вот. Поэтому это 5-минутная, но она где-то улавливает, вот, как ученые говорят, дискурс, вот основную логику, как развивалась государственность. Поэтому то, что татары до революции мечтали о своей государственности, это совершенно неудивительно. То есть это никак не возникло вот неожиданно, не то, что это какой-то идеолог вот вдруг придумал, всех это захватило, и они решили создать республику. То есть эта мечта, она всегда была. И память о своем государстве, причем великом государстве, прежде всего Золотой Орде и Волжско-Камской Болгарии, она существовала. Так что просто вопрос стоял в том, когда народ станет нацией. И это случилось в XIX веке, в начале XX века, когда возник капитализм, и вместе с этим татарский народ превратился в нацию, настоящую, такого европейского типа, со всеми своими структурами, то есть имеется в виду и образование, и печать, и политические партии. Но политические партии, они сразу думают о своей государственности, и тогда были разные течения, которые кто-то говорил, что это просто культурная автономия должна быть, поскольку территориально очень трудно было где-то определить границы вот, татарской государственности, в какой бы форме ни было, потому что, собственно говоря, если в целом говорить, то вот нынешняя территория России и есть та территория, на которой всегда татары жили, сформировались, развились, торговали, учились. И поэтому нельзя сказать, вот именно это место только вот татарское. Оно, по сути, по всей России, нынешней территории. Ну, собственно, Золотая Орда, вот она совпадает примерно с российской территорией. Да и для России истоки были в Золотой Орде. Там другие истоки – это вопрос очень спорный. А вот что касается Золотой Орды, это для ученых, историков практически бесспорный. Хотя есть стандартная какая-то историография. Вот. И поэтому можно сказать так, что и это народ сам основатель Татарской Республики в этом смысле. Но если организационно, то, конечно, это после революции возникает на волне распада империи, царской империи, возникает целый ряд государственных образований, причем на самых разных территориях, и там инициаторами бывают самые разные народы. Первыми это вообще казаки начали это дело, вот, и они свои
коммуны создавали. Потом Белоруссия, Украина, Прибалтика, Закавказье. И на этой волне, не отставая от других, и татары тоже выдвинули идею штаты Идель-Урал. Поэтому вот просто сказать, что ТССР это было вот какая-то идея самостоятельная, так нельзя. Это, конечно, штат Идель-Урал. Единственное там отличие, что уже ТССР это все же советское социалистическое, такой большевистской форме, но для татар это не было главным. То есть не революционное начало было главным для татар, а вопрос самой государственности. Идель-Урал по разным причинам, прежде всего тем, что он не очень подходил для руководства большевиков, он не был коммунистическим таким движением. Вот. К тому же это в центре европейской России, огромной территории, куда входили Татарстан, нынешний Башкортостан и Оренбургская. Это было слишком опасно для самого правительства. То есть если бы возник штат Идель-Урал, то, скорее всего, в Москве правительство не смогло бы выдержать в таком большевистском режиме. Вот, тем более, там ведь стояли мусульманские части и в Казани, и в Уфе, и в Оренбурге. И они были очень активные. Татары всегда умели воевать, и это проявилось и в революционные годы. В альтернативу этому, известно, это Раяз Исхаки, Садри Максуди, они стояли у истоков штата Идель-Урал. Там, конечно, много было разных активистов, но прежде всего, конечно, Садри Максуди. То есть он был этим идеологом, наиболее политически выражал саму идею, Раяз Исхаки больше литературно, публицистически и просто активист. А в альтернативу Идель-Уралу выступает Султан Галиев. Миршаид Султан Галиев вместе с Мулланур Вахитовым. Они близкие к идеям социализма, правда, тоже очень своеобразные. Вахитов, он не был большевиком, он социалистический мусульманский комитет возглавлял, а Султан Галиев, хотя и был в партии большевиков, но он выдвинул идею исламского социализма. И, конечно, был за создание самостоятельных республик в Туркестане и на других территориях, и даже отдельных партий коммунистических, именно связанных с этим. То есть он, опять-таки, для Сталина представлял большую угрозу. Но он был в альтернативе Садри Максуди, и их идея Татар-Башкирской республики была прямой альтернативой. И они ее реализовали с помощью большевиков и матросов, которые сюда приехали и арестовали военную шуру. То есть сама по себе даже территориально она во многом совпадала. И в этой части как бы они были на одной стороне, что надо такую государственность создать, но по содержанию, то есть это была Татаро-Башкирская социалистическая республика. Почему на это пошел Султан Галиев? Это тоже непростой вопрос. Вроде бы как бы он был на стороне этого татарского фронта, которые выступали за свою государственность. И, по сути дела, если бы она возникла в форме Идель-Урал, наверняка там место нашлось бы и Султан Галиеву, и Мулланур Вахитову. Но я так думаю, что Султан Галиев не верил, что Идель-Урал выживет, потому что там было большие противоречия с большевиками, и понятно, что большевики уже завоевали власть. А другая альтернатива – это было белое движение, где для республики своей государственности места не было. И я так думаю, тогда еще ведь большевики были демократами, они прямо это говорили, они выдвигали идеи уже
самоопределение народов, что было очень привлекательно. Вот. В то же время, как можно было надеяться на демократию и вот федерализм. И все это было тогда привлекательно. Никто не знал, чем это все закончится. Так что, я думаю, им двигали вот эти мотивы. Но получилось так, что Колчак, Закиваледи, вот эти все, собственно, политические явления, они не позволили реализовать идею Татаро-Башкирской республики. А большевики, конечно, укрепляясь, они не желали такой большой республики. Это однозначно. Вообще, надо сказать, что Ленин, что Сталин до революции были большими противниками федерализации страны. Они вынужденно пришли к этой идее, когда империя распалась, и ее надо было каким-то образом собирать. Вот, собственно говоря, федерализм, он вырос как вынужденная мера, как вынужденный путь в стране, которая была слишком разнообразна, и фактически уже были созданы самостоятельные республики, типа Украина, Белоруссии, и закавказские, и тут уже и Даль-Урал, поскольку там объявили ведь выборы и должны были уже учредить. Всего несколько дней оставалось на учреждение. В этих условиях они за федерализм выступили совершенно вынужденно, но не по внутреннему какому-то желанию. Вот такой идеологии не было до революции. Только в 18 году они уже начали говорить о Российской Федерации. И поэтому держать в центре европейской части России крупную республику, это было невыгодно. И тут подвернулся Закиваледи со своим движением за автономию башкир. И, в общем, поделили на две части, хотя там тоже были промежуточные варианты, когда надо было провести референдум в Западной Башкирии нынешней, куда они хотят присоединиться, Татарстан или Башкортостан. Но это сделали так, как вот сегодня получилось. Поэтому здесь сказать, вот только это был Султан Галеев, идеолог его, или тем более там Саид Галеев, ну он фигура не столь значительная была, и это скорее там он попал уж после того, как Султан Галеева, собственно, начал Сталин прижимать и потом, по сути, расстрелял, но попозже. Вот. А так, конечно, можно сказать, это Садри Максуди, это Гаяз Исхаки, это Мулланур Вахитов, Султан Галеев. Михаил Семенович, bizden ayda bizni biz hazırlagan so'rovlar bo'lish ravishda balki shunday davom ettiramiz. Bizdan so'rov, sizdan javob. Hozir kichkina provokatsion ravishda bo'lar. Bizning ko'pgina bilasizmi, bunday bor Amerikada haykallar deydi. Вот Татарстан турында әйткәндә, нигез салучылар арасында кемнәр шундый, то есть это фотография отцов-основателей Соединенных Штатов Америки. Да? Если бы у нас была такая возможность в скалах выбить профили людей, которые основали Татарскую республику, кого бы мы выявили? Ну, мен бірінші бұярыдым Садри Максудина, а екінші Мулланур Вахитов, һәм Мирсаид Султан Галеев. Ну, Гаяз Исхакины мында кушарга була, әлбәттә, ләкин он сәясәтче түгел, чиста сәясәтче түгел, публицист күбрәк. Әлбәттә, мен каршы түгел, үзем дә әйттем бит, ну, дүртәү кирәк булса, Икенче сорау дип әйтим, менә шундый безнең бар иде Совет заманында шундый картина, рәсем, декрет о подписании ТССР, Ленин белән Сталин басып тора. Шундый вакыйга булганмы дөрестән дә Ленин белән Сталин янына килгәннәрме менә шулай татарлар Татарстан Республикасы формулашсын дип. Менә мондый делегация килгәнме, юкмы? Һәм Ленинны һәм Сталинны нигез салучы Татарстанны нигез салучыларның берсе дип әйтеп буламы? Потому что мы часто видим форумы, где говорят о том, что вам подарили республику Ленин и Сталин. Так ли это или не так? Можем ли мы как-то оспаривать этот взгляд?
Ну, то, что ходаки были, я в это верю, потому что ходаки были, там требования, что на свою республику такие были, и были варианты полностью независимые, и в составе Российской Федерации. Я не верю, что Сталин там стоял. Вот. Тогда он еще не той фигурой был, который определял. Он же был секретарем просто. Это потом он стал генеральный секретарь, а должность генерального секретаря стала первой, да? А так он был просто секретарь, вот обычной партии, который не сильно выделялся. Ну, наркомнац, да, он потом возглавил наркомнац, в этой части он отвечал. А то, что у Ленина могли быть, ну, в этом составе или не в этом, ну, как бы у него в полном собрании сочинений есть, что такие были встречи, да, там зафиксировано. В этой части это вполне вероятно. А то, что Сталин этого хотел, ну, это я не верю, конечно, потому что он как раз этого не хотел. Он до революции писал, правда, он переиздал эту свою статью против федерализма с пометкой, что времена были такие, вот, как бы извиняясь, что, ну да, у него были такие взгляды. Ленин в этой части, он более прагматичный был. То есть он не был он такой зашоренный, да, он понимал, что политика это всегда некое движение. И он, по сути дела, он ведь точно определил время, вот когда возник вакуум власти. И он умел пользоваться этим вакуумом власти. Он просто на улице валялся, власть он ее умело подобрал, а многие лозунги он брал у других. Например, землю там раздать он у эсеров взял, да, там. И поэтому он самоопределение, это теория Вудро Вильсона, конечно, против империи. Ленин тоже был против империи. Поэтому Ленин вполне это мог допустить. Он единственный, татаро-башкирскую вряд ли стал бы вот, принимать такую большую республику в центре, да, там. А то, что он за республику татарскую, я в это верю. Но не инициатор, конечно. Подарили или не подарили? Вынуждены, конечно, вынуждены. Если бы там не стояли татарские мусульманские части, никто бы ее не создал. Рафаэль Сиватович айтып буламы, 20 ел татар халкының тарихының шундый поворот, татарча ничек булат, бурылыш вакыты. Ну, бурылыш ул элегрәк башланды инде, ул 20 гасырның башында. Инде 1905 елда менә ул бурылыш башланды. Бу аның теге дәвамы, ну, логическое продолжение событий начала 20 века, потому что это трудно оторвать революционные годы, вот так 17-й год от прошлого, потому что там формировались партии, силы политические, и потом во время Первой мировой войны появились мусульманские части вооруженные. Без этого, конечно, говорить, что вот республика возникла бы, ее принесли на блюдечке, политики никогда такой не бывает. Ты можешь взять полномочия не потому, что тебе кто-то хотел их подарить. Ты, если можешь это взять, ты берешь. И фиксируется то, что ты смог взять. Но никто не дарит. Это, не надо быть такими наивными, что в политике такие вещи бывают. Ни тогда не было, ни сегодня нет. И завтра не будет. Devam ettirip, bunda sıralar, beklenenler sıralar var. Efendim, Русчеловита 23 марта 1918 года декретом Совета народных комиссаров была образована на территориях Среднего Поволжья и Южного Урала Татаро-Башкирская социалистическая республика. Она прожила до 25 мая 2020 года, и тем же декретом, ну, тайным декретом, уже она была расформирована. И вот эти территории были поделены на области, а территория Белебея до Уфы оставили для того, чтобы референдумным путем присоединить или к Башкирии, или к Татарстану, или к Татарии. Этого, конечно, не произошло. И в датах сказали образование...
неправильные документы, историю нам написали. 19-й год образования Башкирской ССР, 20-й год образования Татарской ССР. Это сделали Элендер. Сұрау шунарда. Ешілер біздің туарихны бұзып шушы туарих беттерінде оқушыларға біздің мектептарда оқыталар туарихны дұрыс түгел еттіріп. Әлі дәрістіктеріне жазасы бар, анда көп нәрсе дәріс түгел, аның қайбір стандартлар деген Мәскеуден келе. Шунсы да бар. Анда ол тарихны қарай башласам, бұрынғы шырдан. Анда бик көп нәрсені яңадан язырға керек. Біз енді міне тұрышабыз, бұталшықларына нешіктер бір юнәлішке салырға. Міне роликны көрірсіз, анда қоядыр енді біз шун логиканы ештірға тұрыштық. Вот. Это вопрос учебников, это особая тема, потому что она вопрос не историков, не только историков. Вот с историками договориться проще в этой части. И с московскими тоже. Кстати говоря, особых проблем нету. Особенно и древний касается, и 20 век. Вот сложнее с политиками, которые или не знают истории, или не хотят знать. Вот. И те, кто знает, не хотят знать. Это очень распространенная вещь. Ярхан Хунур, интернет-портал Казанферст. Вопрос такой вот, об отношениях татар и башкир, вот проект Идали Урал, татар-башкирская ССР, почему не получилось? По вашим словам, получается, что власть в Москве большевистская боялась объединения двух сильных промышленных регионов. Но в то же время мы знаем, например, политику Сталина в Украине, где западенцев и малороссов объединять спокойно. Тот же самый регион, тоже сильно промышленный регион. Почему там не побоялись объединения двух разных компонентов, да, и сильный регион, а у нас побоялись? Почему все-таки? Ну, я не знаю, как насчет Украины, но здесь просто активность татар, и они ведь жили по всей России и были достаточно активны. Во-вторых, довольно легко, наверное, было между татарами и башкирами какой-то создать вот такой, ну так скажем, напряжение, да, поскольку это еще в царской России было такой же тенденции для того, чтобы ослаблять татар, переселять. Да и в советское время Оренбургский коридор создали специально, чтобы татар отделить от Казахстана. Вот. Так что я думаю, что с этим связано. А с Украиной отдельная тема, я, честно говоря, не знаю вот эти все тонкости. Ну и здесь, конечно, сыграл на руку Закивалиди со своим движением автономии. Вот. И он как бы подстегнул этот процесс, который, видимо, зрел в голове, но надо было опору для того, чтобы разъединить, да? Потому что если нету точки вот оппозиции такой, а вот движение Закивалиди создал ее реально. То есть башкирская автономия дала возможность воспользоваться этим противоречием. У нас много общего с башкирами все-таки, вот, или как? Там различия найти сложно. Вот в чем дело. Но происхождение разное. А язык, ну, вот я, конечно, вот опять скажу это, да, опять там в Уфе меня обругают, но как бы для меня это понятно, что это отатарившиеся угры, башкиры. То есть они перешли на татарский язык. То, что вот нынешний официальный башкирский язык, это один из говоров такой довольно редкий, потому что башкиры в основном говорят на обычном литературном татарском языке. В песнях, я думаю, никто не сможет найти, в музыке никто разницы не найдет там. А все остальные какие различия есть, они такие же есть различия, скажем, между казанскими татарами и мишарами, там, или вот такими региональными различиями, оно не выходит за эти рамки. Происхождение разное. Фальсифатыш, biz rüsat etsəgiz, tağın sorularınız bulsa, bizning bilamında бар neler, nakleykalar, biz rəddəb şibərir, biz yazırsız, biz anı yollarımızdır falsifat, həm internetdə bizning Aqıl Fabrikası degan türkümdə urnaşdırırız. Həm indi bizning tradision hər bir шығış yasavçıға biz birişər
шундый соңыннан сорау бирәбез. Менә безне бик борчый теге тарихи амнезия дигән әйбер. Күп әйбер менә яшьләр арасында бик яхшы ул чагыла. Күп әйберне оныталар, күп әйбер онытыла, башкача интерпретация һәм башкалар. Менә шушы чордан кемне бәлки шәхесләр, бәлки ниндидер мөһим вакыйгалар, мин уйлыйм шәхесләр белән шикләнергә булаймы? Кайсы шәхесләрне біз онытып барабыз һәм кайсыларын безгә үз аңыбызга салып калырга кирәк һәм аларны үз аңыбызда тотырга кирәк. Тарихи шәхесләр. Кайсы ғасырдан башлап? Шул 20-нче гасырга караган, 20-нче елларга караган. Менә шушы 20-нче еллардан юк, аның күбесе инде безгә ачыкланды. Теге булай гына онытылды, басылмады, әйтелмәде дигән әйтмәс идем мин. Әлбәттә, мин менә Солтан Галиевны күтәрер идем күбрәк. Аны белеп бетермиләр, аңлап бетермиләр, аның киңлеген ул бит әле. Менә ул шәхес кайберләре бар, мин инде теге мисал итеп китерәм. Менә бар Солтан Галиев, бар Сәйд Галиев, диме? Менә Сәйд Галиев ул республика белән шикләнгән. Безнең һәм Крым республикасын, а Султан Галиев ол бөтен дөньяга тәэсир иткән. Если вот посмотреть Султан Галиева времена Ленина и прежде всего Ленина, потому что со Сталином это уже идет прямая вражда, то вся внешняя политика, вот, особенно политика с восточными народами, это готовил Султан Галиева. Поэтому революции, скажем, в арабских странах, они шли под знаком исламского социализма. И в этих странах вместо Маркса и Ленина, как у нас стояли на столе, как вожди, был портрет Султан Галиева. Они себя считают, что вот они продолжатели этого дела. Но сегодня там, конечно, совсем другое дело, да? Они тоже подзабыли. Поэтому эта фигура, конечно, международного масштаба. Вот, поэтому его бы стоило поднять на тот уровень, на котором он и был. Рәхмәт.